Ингушские бойцы продолжают готовиться к предстоящим турнирам по смешанным боевым единоборствам. Уже 16 марта на турнире ACA 93 в рейдж выйдут Хамзат Аушур и Хамзат Сакалов. Всего пару дней остается до начала боев, и, соответственно, подготовительный процесс подходит к финишной черте. Один из самых опытных ингушских бойцов ММА Хамзат Аушур свой крайний поединок провел на турнире М1 Challenge «Битва в горах». В том поединке наш файтер в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейших грэпплеров, задушив своего соперника в первом же раунде. Хамзат, после битвы в горах, то есть после твоего последнего поединка, ты говорил, что у тебя были некоторые такие небольшие травмы, успели ты их залечить. И что ты можешь вообще сказать о своем сопернике? Да, выздоровел, чувствую себя получше. Думаю, продолжили бой, согласился, конечно, естественно. А соперники, что я могу сказать? Соперники провел достаточно боев, опытный боец, давно как выступал в среднем весе раньше еще. Думаю, у нас получится красивый бой, я в хорошей форме. Вот, Хамзат, вот если говорить про подготовку, на чем ты делаешь упор, или же у тебя полностью все входит? Я планы строю во время боя. Главная для меня задача была это подтянуть функционалку. Функционалка у меня особо проблем раньше и не было, просто я сбрасывал неправильно вес. Я за 2-3 дня сбрасывал около 10 килограммов, и это влияло, конечно. Сейчас я уже потихоньку сел на диету, держу себя в руках, убрал все сладкое, в хорошей форме чувствуется. Вот если говорить про твои тренировки с индивидуальным тренером, как они проходят? Да, конечно, Дэниел Павлович очень сильно мне помог. Он приехал уже почти как месяц рядом со мной, утром, вечером, не отходит ни шагу. Впереди у Хамзата очень важный поединок, поэтому и готовиться к нему нужно очень тщательно. В подготовительном процессе нашему бойцу помогает главный тренер сборной Болгарии по ММА. Индивидуальные тренировки, помимо отработки ударной техники и борьбы в партере, включают в себя целый ряд упражнений, направленных на улучшение выносливости и скорости. Хамзат, расскажи, в какой форме ты сегодня находишься, как у тебя вообще проходит подготовка? Подготовка проходит отлично, практически подготовка уже прошла. Сейчас идет спад, осталось несколько килограммов сбросить. Думаю, в пятницу успею сбросить, все нормально будет. Меня пригласил Ушаев Ваха. Вместе помогаем Ушаев Хамзат соревноваться в соревновании. Надеюсь, успели помогать. Вот, Дэнио, расскажите, как у вас проходит подготовка? Подготовка нормально идет. Сейчас мы вес гоняем. Надеемся, до конца все будет в порядке. Вот, Дэнио, что вы можете сказать про Хамзата Аушура как о бойце? Ну, самый главный, который мне понравилось, характер ему. Воля, характер, устроим одержать победу.
И как вы думаете, за счет чего Хамзат может выиграть в своем предстоящем поединке? На эту тему я не говорю. Мы должны подготовку делаем и соревноваться. То есть рейдж покажет, да? Да. Еще один наш боец Хамзат Сакалов также свой последний поединок провел на турнире «Битва в горах» почти 2 года назад. 1,5 года отсутствия в рейдже не помешало Хамзату поддерживать себя в форме. К предстоящему поединку наш боец готовится с полной самоотдачей, параллельно проводя весогонку. Сейчас у нас последний день, чисто весогонка. Это тоже нормально, хорошо проходит. Все, готовился, ездил на сборы в Грозный, клубы «Беркут». Там мне помогали тренеры. Чувствую себя хорошо. Главное, хорошо восстановиться и настроиться хорошо. Как обычно, все по плану. Я гоняю 15 килограмм. Это времени я много гоняю, потому что я уже 1,5 года не выступаю. В принципе, чувствую себя хорошо. И дальше по плану 4 килограмма мне осталось еще скинуть. Самое главное, это основное, это борьба. Я сам базовый борец, делаю основную борьбу. А так уже в последнее время подтягиваю и удар. Потому что в ринге это разнообразие нужно. На протяжении нескольких недель Хамзат тренируется в бойцовском клубе «Войнах» под руководством Исы Тангиева. Являясь базовым борцом, Хамзат тем не менее любит радовать публику и зрелищными разменами в стойке. Чтобы 16 марта показать настоящее зрелище, Хамзат выкладывается на 100%. Сейчас идет уже как бы завершающий этап. А так у нас в течение 2 месяцев были усиленные тренировки. Аушев Хамзат проходил тренировку у нас здесь в зале, мы полностью от начала до конца тренировка у нас здесь была, и утром, и вечером тренировка здесь проходила. А Сакалов Хамзат, он выезжал в Грозный, в Чеченскую Республику, там в Беркуте проходил сборы, там у него велась подготовка. И когда приезжал сюда, мы здесь уже как бы дома дорабатывали, здесь работали. Ну, в первую очередь, мне бы хотелось сказать о их человеческих качествах, как мы являемся близкими друзьями, они очень хорошие, достойные ребята. Если говорить уже как про спортсменов, являются хорошими, опытными бойцами, которые представляют нашу республику не один год, показывают хороший результат. И я думаю, в дальнейшем они будут показывать хорошие бои и будут нас радовать своими боями, своими победами. А вот, Иса, лично для себя, что ты ожидаешь от предстоящего турнира и непосредственно от выступления наших бойцов? Так как турнир является очень серьезным, это номерной турнир ICA, который будет проходить в Санкт-Петербурге, там будет очень много интересных боев. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли. Так как соперники у них очень хорошие, и как у Сакалова Хамзата хороший очень соперник, очень опытный, нельзя сказать, что проходной. Так и у Аушева Хамзата очень опытный, хороший боец, за плечами которого очень много боев. 16 числа увидим. В предстоящем поединке в рейдж против нашего бойца выйдет очень опытный боец из Бразилии Рене Песоа с рекордом 18-5. Боец из Латинской Америки, известный нокаутирующим ударом и сильным грэпплингом.
Первые два соперника сменились, поменяли, то есть сейчас поставили третьего соперника, у меня бразилец. Такой опытный боец, характерный, такой сверхъестественный, ничего нету, конечно, но будем делать все. От меня зависит, от меня что требуется, будем работать. Хамзат, вот ты сам сказал, да, что у тебя два соперника снялись вначале. Вот насколько это на тебя повлияло? То есть наверняка ты готовился под каждого из них, да? Вот в плане психологии на тебя не повлиял такой момент? Ну, конечно, это нелегко тоже. Так, ты изучаешь соперника, потом он снимается, потом второй соперник. Психологически, конечно, это нелегко. Но что поделаем? Осталось просто выйти, показать свой уровень, да? Да, мы готовы. Хоть он завтра сменится, мы готовы. Любому бойцу мотивацию в поединке придает поддержка родной публики, и ради нее спортсмены готовы сражаться до последнего. Болельщики зрелищные выступления наших бойцов помнят очень хорошо, но бойцы собираются еще выше подняться в рейтингах. Ожидаю я зрелищного боя, и, как обычно, закончить в первом раунде. Ну, я готов на 3 раунда практически. В хорошем форме себя чувствую. Вот после твоего поединка на Битве гора, Хамзат, ты сказал, что самое важное для тебя — это порадовать своих земляков, свою республику. А что ты можешь сказать теперь? Какая у тебя цель? Что ты хочешь показать? Естественно, есть ребята, которые волнуются. Там, не то, что ребята, там много народу. Спрашивали у меня, ты действительно завязал с карьерой? Да, действительно, я хотел оставить все из-за травм, из-за боли в спинах. Но получилось так, как получилось сейчас. Я выхожу обратно, вы меня увидите, иншаллах, 16-го. У меня есть всегда цель порадовать своих земляков, близких, родных. И далее, в предстоящем бою я выиграю и порадую своих болельщиков, всех своих, кто за меня болеет. 16 марта на турнире ACA нас ждет немало интересных поединков. Хамзат Сакалов и Хамзат Аушев выйдут на свои бои во всеоружии. Ну а мы со своей стороны будем поддерживать их. И пусть победа достанется сильнейшему.